Гордость и боль. Их сыновья отважно защищали свою родину и мужественно выполняли воинский долг. Государственную награду Беслана Миржоева забирает его отец Магомед. Ефрейтору было 37 лет. У него осталось 4 детей. Почти всю свою жизнь он посвятил военному делу и был предан выбранному пути до последнего. Царя рязбаш барт көпшін. Денла осы оқыжы, шимақтар болыжы. Үш барқысат оқан кәнк барқыз. Ешім бар. Дала барқ. Дам асқыл ажыл үштқаница дал ши геш дол бенчаря. Дал визамыз дягар вильца. Дал иман сабы болт. На церемонию вручения высоких наград пришли не только родители. Орден мужества посмертно получил и младший брат Магомеда Муталиева, рядовой Ахмед. Около 6 лет он нес службу в армии. Ахмед всегда отличался отвагой и верностью присяге. С честью выполнял свой воинский долг и пал смертью храбрых. Команда دخل خاطر دال جيش دولدي بزمو دال دياريل از بوخ دبو بشاري حلقة دبو بشايق ورس بيجري بي ديزل تيق بتهن تار أغورسون بسم الله هو كود دين فدبعني قاشقن موجود ماشنا زينا توهل شو بيبشخ مولوسق. Ордена мужества посмертно получают 5 семей военнослужащих, погибших на Украине. Они понимают, что своим подвигом и отвагой их сыновья навсегда вписали себя в историю. В зале славы сегодня их отцы, матеря и братья. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов выразил им глубокие соболезнования, отметив, что их родные и близкие были настоящими воинами, мужчинами, смелыми, надежными, бесценными. Память о них будет жить вечно. Это сержант Илья Старшхоев, ефрейтор Беслан Миржоев, рядовой Ахмед Муталиев, сержант Абдул-Азид Албаков, рядовой Тимур Хадзиев. В сердце тяжелая скорбь и гордость в то же время за каждого из этих молодых людей, которые показали пример беззаветной храбрости. Они защищали мирных людей, которые долгие годы, более 8 лет, подвергались издевательствам, обстрелам и убийствам со стороны бандеровских банд. В настоящее время Российская Федерация мужественно выполняет свой служебный долг в ходе военной операции. Много среди них военнослужащих Ингушетии, сражающихся против нацистов. В этом противостоянии масштабному злу обеспечивает безопасность нашей страны и каждую семью нашей республики. Президент Владимир Владимирович Путин, говоря о подвиге российских солдат и офицеров, которые спасали и спасают стариков, женщин, детей в ходе специальной операции, отметил, что они действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранения солдаты и офицеры остаются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. Соболезнования близким выразил и заместитель начальника штаба Южного военного округа генерал-майор Владимир Балуба. Очень неприятно, когда погибают русские, когда погибают ингуши, когда погибают буряты и другие военнослужащие различных национальностей нашей великой Родины. От себя лично и от командования Южного военного округа хочу вас заверить в том, что каждая капля крови, каждая капля пота, все потраченные нервы, они будут врагам возданы во 100 крат. Жизни ваших детей, они будут отмщены тысячекратно. Я хочу от имени командующего и военного совета округа выразить вам соболезнования и сказать, что мы всегда будем помнить о том, как погибли
ваши дети. Спасибо. В свою очередь, Махмуд Али Калиматов также отметил, что власти Ингушетии сделают все возможное, чтобы поддержать семьи погибших героев. В любое время им будет оказана необходимая помощь. Глава региона поручил руководителям профильных министерств держать ситуацию на особом контроле. Минобразование, все дети, которые есть, школьники, личный контроль семьи она берет. Министерство, пофамильно я сказал. Школьников, детский сад и в этой части. Второе, Минздрав, где живут поликлиники в больницах, Минздрав пофамильно каждую семью берет на контроль. Значит, там нужны будут любые лекарства или что-то еще. В любом случае, я полагаю, что это необходимо. И, естественно, Министерство труда и социальной защиты, там есть социальные выплаты определенные, да, Муталиев Хаджбикер, он будет смотреть за всеми выплатами. И у них будут ваши телефоны, кого вы поручите на прямой связи, и у них будет ответственный человек. И я хочу вас заверить, это не будет системно, чтобы это было год, два, сколько нужно. Потом, последующее, мы еще говорили и с ректором университета нашего, где в части того, что выпускники 11-10 класс, тоже их прослеживать, если нужно помочь, чтобы они поступили в тот вуз, который по возможности даже помочь им подтянуться, если вдруг нужно. То есть мы будем это делать. В сердце каждого ингуша всегда будут имена тех, чьи героические подвиги делают нашу страну еще сильнее. Указом президента России ордена мужества посмертно с начала спецоперации на Украине получили 14 ингушских семей. После завершения церемонии Махмуд Али Калиматов пообщался с родными героев. Зелимхан Калоев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.